В Коми реализуется 4 приоритетных инвестпроекта в области освоения лесов. Лесопромышленник получает древесину по низкой ставке, в свою очередь вкладывает собственные средства в развитие производства. Так, Промтехинвест и Печора Северлес в совокупности вложат более 4 миллиардов рублей и создадут больше 280 рабочих мест. Для региона это к тому же глубокая переработка и решение проблемы утилизации отходов лесопиления, отмечает зампред правительства Коми. Регион близок к 100% покрытию потребностей в биотопливе. В чем смысл? То есть деньги тратить не за стоимость леса на кормлю, а за развитие производства, создание новых рабочих мест, высокотехнических производств. Вот то же самое Федькин и Печора Северлес. То есть мы так-то не на слуху, и мы этими проектами занимались. Задача заключается в том, чтобы была 100% переработка вообще заготавливаемой древесины. То есть пиломатериалы, там ОСБ-плита, клееный брус, пилеты, щепа. Республика поддерживает и малый бизнес. К примеру, сапоговаляльная фабрика получила субсидию на новое оборудование. Теперь валенки производят с полиуретановой подошвой, легкой и удобной. А вышивку выписывает станок. И самый яркий пример – наше предприятие по обжарке кофе – лидер в стране. За 20 лет, в том числе с помощью региона, компания выросла значительно. Начинали с 3 миллионов. В прошлом году выручка составила больше миллиарда. Ноу-хау, зеленый кофе и продажа в розницу. Это первая компания в стране, которая застраховала риски от непоставки сырья. То есть он же покупает кофе на бирже, собственно говоря, и везет его морем, там, контейнерами, там, в Финляндию, еще куда-то там, на перекладных. Значит, но есть же риск, что что-то произойдет, и он не получит это все сырье. Так вот он единственная в стране компания, которая застраховала свои эти риски с помощью российского экспортного центра, там все подключились к этому истории. Вот он застраховал, и он теперь, когда ждет свое сырье, он глубоко уверен, что если не придет сырье, то у него останутся деньги. Туризм в Коми – это или отдых с видом на Мань-Пупунер, что требует вложения от туриста, либо компактная инфраструктура, доступная по стоимости всем. К примеру, глэмпинг для Коми – новинка. На его создание в прошлом году республика выделила 30 миллионов рублей. Домики для комфортного отдыха появятся в Елеты. Еще один предприниматель сейчас подыскивает участок. Они за счет средств субсидий строят 6 домиков, а всего строят 8. То есть мы понимаем, что он до конца года должен построить 6 домов. Ну так что у него в доме подразумевается? Сауна, туалет, спальня, кухонька, там с видом на водоем. Ну, вы видели, наверное, да? То есть это же мы создаем не для них, это же мы создаем для нас. То есть этим же будем пользоваться мы. Мы всецело поддерживаем эти проекты и будем дальше поддерживать. Более того, скажу, мы в этом году получили федеральную субсидию на туризм. Впервые в регионе строят индустриальный парк в Зеленце. Заявку на федеральный уровень направили в сентябре 2022-го. Спустя год республика получила федеральную субсидию – 500 миллиарда и порядка 500 миллионов – деньги инвесторов. Это 2000 квадратных метров помещений, 20 гектаров земли, готовая инфраструктура для бизнеса. 6 потенциальных резидентов уже есть. Создана инфраструктура. Ты заходишь в здание, у тебя понятно, вот здесь розетка, вот у тебя коробка. Тебе не надо строить, не тратиться на подключение, да, там, на СМР. То есть у тебя готовое здание, но у тебя маленький проект. Льготная арендная ставка, инженерные мощности, площадь, все, приступаем к делу. Республика обновляет пассажирский автопарк. В прошлом году по специальному казначейскому кредиту закупили 39 автобусов. В Усинск, Ухту, Печору, Сыктывкар, Уссылимский, Ижемский, Троицко-Печорский районы. Сам муниципалитет должен определять, какой вид транспорта ему нужен. Если ему нужен автобус ПАЗ, значит он считает, что он ему нужен, потому что не везде есть асфальт. В то же время даже ПАЗы, они сейчас комплектуются всеми и трапами для маломобильных граждан, да, и выездными ступеньками, которые, то есть там трудно на них забираться. Сейчас же все равно, они все уже модернизированы. Президент в послании обозначил обновить до 30-го года весь автобусный парк в стране. План на следующий год в Коми еще 98 новых автобусов для всех муниципалитетов. В столице региона правительство Коми к тому же решает вопрос дефицита водительских кадров. Сейчас бесплатно обучают на права прекрасную половину человечества, среди которых оказалось немало желающих сесть за руль столичного автобуса. Ольга Коняева, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.